из Якутии до Москвы на лошадях. Цель масштабной экспедиции не только добраться от полюса холода до столицы нашей Родины за 2 года, но и заявить на всю страну о столетнем юбилее образования Якутской ССР. Свой конный поход 4 якутских всадника начали из Оймекона еще 5 марта. За их плечами сотни километров дорог, но пройти, а если точнее проскакать, предстоит еще больше. Переход из Якутии в Москву может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Энтузиаст уже проскакал больше 10 тысяч километров. Верхом на лошади они прошли более 11 тысяч километров, а это 17 регионов страны. А весь путь от Оймекона до Москвы занял 1 год и 4 месяца. Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова. И мы находимся в местности Усть-Хатын, где 2 героические якутские лошади, Ханор и Хастах, вот это вот Ханор, Хастах, отдыхают после долгого путешествия и готовятся к возвращению в родной Оймекон. Напомню, что в марте прошлого года 2 якутских коневода, Дугуйдан Винокуров и его зять Мичил Неустроев, решили установить мировой рекорд и доказать, что якутские лошади самые выносливые в мире. И в марте они стартовали из Оймекона, намереваясь пройти 11 тысяч километров и дойти до Москвы. А в итоге до Москвы добрался один Дугуйдан. С этими 2 лошадьми он принял участие в праздничном исехе в Коломенском, посвященном празднованию 100-летия образования нашей республики. Это и стало финальной точкой невероятного путешествия, которое длилось почти 1,5 года. И на днях Дугуйдан вместе с лошадьми вернулся в родную Якутию. Как прошел полет? Ты вернулся чартером же. Да, полет очень хорошо выдержали лошади. Да, я очень волновался насчет их. Это они в первый раз на самолете? Да, летели? они первый раз на самолете. Я на взлете, вот когда самолет взлетает, набирает высоту, там даже страшно людям бывает. А лошадям, я думал, тоже будет очень страшно, но они очень хорошо выдержали и прилетели очень хорошо. Вот потом, после перелета мы приехали сюда, в Усть-Хатын. Они узнали сразу то, что приехали в родные края, и начали здесь бегать сразу и ржать. А они вообще чувствовали, да, что они не дома во время путешествия? Да, они это чувствовали. То есть, наверное, для них домом был я. То есть они, когда теряли меня из виду, они уже, когда я возвращался, они обижались, ругали. Это по им видно было. А как они ругаются? По-разному делают. Злое лицо делают, обиженные? Да, обиженные злые лица, не подходят. Вот, потом я их долго с ними разговариваю и прощают. Вот. Чего тебе не хватало в этом путешествии больше всего? Не знаю, все было нормально, отлично. Вот, не хватало, наверное, корм для лошадей, то есть это очень дефицит там, найти корма для лошадей, и была зима. Вот потом, как снега не стало, уже более легче стало. Но тем не менее, все равно находили, купали, где угощали. Вот. И так и доехали потихоньку. Вообще много было людей, которые вас поддержали? Да, очень. И везде, где мы проходили, нам везде помогали. То есть бывали очень хорошие люди. И отделение Русского географического общества всегда откликались на помощь. Медсельхозы откликались тоже. Ну, везде помогали. То есть это победа всей России, особенно республики. А как ты считаешь, ты достиг вообще вот цели своей? Если, то есть изначально же вы вышли вдвоем, на лошадей было 4, и вы должны были 4 лошадьми вдвоем дойти до Москвы. Да. Ну, к сожалению, это большая дорога, она все равно выносит свои коррективы. Жаль, что так случилось. Что произошло? Расскажи, пожалуйста. Несчастных случаев. Это в Красноярске у нас Аян, пегий лошадь, к сожалению, умер по несчастному случаю. А Сунтар, не доезжая до Новосибирска, повредил глаз.
Вот, и мы решили отправить его обратно домой. Но он жив, все с Да, ним? он сейчас жив, он находится в Мени на Кангаласском улусе, в деревне Балыктах у моего друга Ниргуна Габышева. Сейчас он там бегает, гуляет. Но когда мы будем уезжать в Оймекон, мы его заберем. Вот, тоже в родные края, и они там будут уже отдыхать. Это, получается, были лошади Мичила именно, поэтому путешествие продолжил ты? Или вы как-то там поменяли лошадей по дороге? Нет, это две лошади Мичила, то есть Аян и Сунтар, это изначально его лошади были, а Хастах и Хамор это мои лошади. Вот. И поэтому вот Мичилу тоже вынужден был уехать. Ну, вообще, изначально это лошади твои, ну, твоя собственность, Отцовские. отцовские. Отцовские изначально, но по документам уже мои. У отца больше 200 голов, да? Да, да, чуть больше 200, наверное. Ну, 200, скажем. Да, у нас хозяйство около 200 голов лошадей. А как вы выбирали именно этих лошадей для похода? Именно для похода мы никакого такого отбора не делали. Отбора не делали. Отец сказал, возьми этих, они дойдут. Все, мы взяли именно их и поехали. То есть кастинг не проводили? Нет, И, кастинг в принципе, не проводили. любая из 200 этих лошадей могла бы Да. выдержать такой путь. Ага. Ну, любая, которая обученная лошадь якутской породы, любая лошадь дойдет. То есть в этом, наверное, большую роль играет всадник, Наездник. наездник, да. То есть за ними ухаживать, следить за ними, вот это все от всадника зависит. Но насколько я знаю, вы по дороге не только их ухаживали, седлали и так далее, но даже и сами ковали. Да, мы их сами ковали. Здесь в Исхатыне нас научил Петр Кондаков, как ковать. Ну, в принципе, показал. Потом мы начали уже сами ковать. Для них же тоже был первый опыт, да? Они же Да, раньше не подкованные Нет, были. это для них тоже был очень большой опыт. Они, когда бьешь, им непривычно. То есть они долго стоять не могут на одном месте. Вот сейчас, как видите, они хотят всегда двигаться. А если куешь, они должны стоять. Вот. Это когда они долго стоят, они уже нервничать начинают и уже начинают драться, кусаться, пинаться. Поэтому другой кузнец не может это сделать, Да. и ты сам, да, научился? В Улан-Удэ нас попросили, я попросил, там кузнец был, Илья Шурыгин. Вот. Он профессионал своего дела. Он сказал, повалите лошадей, завяжите, я сделаю все красиво. Вот в Улан-Удэ подковались, и вот эти подковы у нас до Новосибирска дошли. То есть 4 месяца, 2500 километров. И в Новосибирске ты их сам уже В перековывал? Новосибирске я уже начал сам ковать с Новосибирска. Вообще много непредвиденного в дороге происходило? У непредвиденного... Ну, бывали, да, такие непредвиденные ситуации. А так мы направили нам направление, ничего такого не планировали, не ожидали ничего такого. Просто ехали и все по факту решали. Вот. Непредвиденных ситуаций, да, были. То есть какие там снег, вода, река, гора, такие были. А был у тебя какой-то четкий план или вот какие-то четкие правила, то, что должно быть условием именно этого путешествия? Сперва, да, у нас был план, маршрут, вот это все у нас было. А первая сложность, у нас план рухнул сразу, как карточный домик. Потом я понял, что план не работает, и начали делать вот это все уже по факту. То есть там дойдем, разберемся там, посмотрим там. То есть местные всегда хорошо знают, то есть свою местность. Мы приезжали в деревню, спрашивали, где можно поехать коротким путем, где легче, где сложнее. Вот. А как правило, где короче, там тяжелее, а где легче, Там длиннее. Там длиннее. Вот, поэтому мы выбирали покороче и посложнее. Ты вообще по жизни склонен выбирать сложные пути? Не знаю, от ситуации зависит это тоже. Смотря...
То есть проблемы все решались по мере Да, поступления. да, да, да. Именно А так. объясни теперь историю с Никитой и Грецией. С Никитой, ну, Да, потому что познаком- изначально это вроде бы была его идея, потом вы пошли сами, согласовали, не согласовали, вот это вот что там Ага. произошло. Изначально идея у нас была своя. С Никитой мы встретились в 2019 году. Вот. Никита приехал к нам 2019 года в августе месяце, в конце августа, как турист. То есть ты в Оymykonе у себя занимался конными турами, Да. и Никита приехал как турист. Да, конным туром совместно с моим другом, с монголом. Вот, и он привел ко мне Никиту. И Никита один тур у нас был. А он до этого ничего не знал про якутских лошадей? Да, он Ну, в смысле, он слышал про якутских лошадей, но не видел, не не видел их. ездил, да. Практики у него не было с якутскими лошадьми. Вот, у него была практика только в Монголии 2 недели. Он приехал, рассказал обо всем, о планах. Вот. Потом я его научил, как ездить и как обращаться с якутской лошадью. И вот ты важную еще вещь сказал, что если человек умеет обращаться с якутской лошадью, то он с любой лошадью справится. Да, якутская лошадь это полудикая лошадь. То есть если ты научишься обращаться с якутской породы лошади, то ты сможешь управлять уже с любой, справиться с любой лошадью. А Никита умел на монгольских лошадях, то есть он приходил и говорил: меня монголы учили вот так. Я говорю: извини, Никита, здесь монгольские штучки не работают. То есть это якутская лошадь, а не монгольская. И седла у нас другие, то есть монгольские, у них свои седла. Там сидеть тоже вообще по-другому надо. Ну а так принцип тот же. А, кстати, седло, вот, на котором ты ехал, ты его подарил русское. Ага, да, русскому Географическое географическому обществу. Музей, большой музей у них есть. Ну, как музей, здание в Питере. Я подарил вот это седло, которое прошло 11 тысяч километров. Я подарил музею. Вот, может, отпустим их, пусть не ходят. Что-то они нас... Так, И потом вы решили объединиться с Никитой, да? Нет, сперва не объединялись. Он очень долго уговаривал меня, то есть почти, наверное, год уговаривал, чтобы я поехал с ним. Я отказывался всегда. Потом весной я подумал так и решился на это. Не решился, а согласился поехать с ним. Вот, потом мы обговорили условия, то есть проект будет 50 на 50, то есть у нас тоже был проект, просто у нас не было готово к этому. Вот, потом уже работали вместе, искали спонсоров, поддержку. И в 2019 году, в 2020 году в декабре я полетел в Москву, встретился там с Никитой. Потом с Никитой приехал вот в декабре, тоже потренировались неделю в холоде. Там очень холодно было. Потом приехали, и Никита уехал к себе в Англию, а там уже локдаун начался. Локдаун. Англия закрыла границы, то есть никого не впускал, не выпускал, и Никита там остался. Перед вылетом я Никите сказал, что если он не приедет, я уеду сам. Вот, мы договорились на этом, и он уехал. Потом по телефону мы поговорили, он не смог приехать. Я сказал что еду сам, разделяем проект. Он сказал: да, хорошо, мы разделим проект. То есть у него свой проект есть, я поеду по своему проекту. Вот, и мы начали, я сперва вообще один хотел поехать, а потом мне сказали: одному тебя никто никуда не впустит. Поэтому попросил Мичила, то есть сказал ему, что поехали со мной. Он сразу согласился, я позвонил отцу и сказал: нужны еще 2 лошади. Он такой: да, хорошо, приезжайте, есть лошади. Все, вот сели в машину и поехали в Oymyкон. Там сделали проводы, очень хорошие, пышные такие.
И мы 5 марта тронулись с Оймекона. Вот там было... Первый день мы прошли 34 километра. Минус 52 градуса было. Ночевали в палатке. Вот. И где-то прошли неделю, и мне в WhatsApp пришел письмо. Письмо это от Long Riders Guild. Написал его Орайли Кукулин. Это председатель от Long Riders Guild. И он написал Арсену Сергеевичу, нашему Ильдархану, то, что я жулик-мошенник, плагиатор. Это совсем не так было. Вот потом я сразу написал Никите, то, что почему они так сделали. Хотел спросить, а он не брал трубку. Но потом в итоге вы связались, и он сказал, что он здесь ни при чем. Да, мы связались с ним, потом он сказал, он тут ни при чем, они сами написали. Вот. И он сказал то, что нам надо поменять маршрут. То есть не Лондон, типа Лондон он сам поедет, а мы до Лондона не едем. Я сказал, нам не принципиально ехать куда-то. Вот, то есть Берлин ли это, Лондон, Париж, там, неважно. А главное, что мы поедем. Вот, потом уже начали заново концепцию писать. Написали, и все, отлично. Прошло у нас до Москвы. Ну, то есть получается, что Никита это была международная составляющая часть этого проекта. А вот выглядит это так, что вот Никиты не стало, и поэтому путешествие получилось по России. Да, по России. Ну, у нас вот к столетию именно был большой праздник в Москве. Мы шли туда. Потом по приезду мы хотели ехать дальше, то есть в кругосветное путешествие. А сейчас нынешним ситуациям нас не пустили в границу вообще. Вот поэтому остановились в Москве. Все равно достигли свои цели, которые поставили. И это большое достижение, я думаю, для нас, для народа Саха и для якутской породы лошади. А лошади как перенесли вообще? Они долго им восстанавливаться сейчас надо? Или им вообще нормально? Как видите, лошади очень хорошо себя чувствуют, очень хорошо выглядят. Вот якутская лошадь это у него особенность, то, что она аборигенная, особенность она очень быстро они восстанавливаются. То есть если всю силу он не стратит, ему понадобится только неделя на восстановление. А с другой породы это месяцы, там, даже полгода, год может пройти. А для якутской лошади это просто неделя и все. То есть другая лошадь бы не выдержала такого путешествия? Нет, выдержала бы, но заняла бы очень много времени. Ты говорил, что лошадей особо не выбирал перед походом. А сейчас ты к ним уже привязался? Да, к лошадям я уже привязался, то есть год и 4 месяца, каждый день я с ними уже ходил вместе. Вот поэтому они уже заняли у меня уже больше так. Место в сердце. Да, место в сердце. А расскажи про них немножко, какой у них характер они? У Хангора характер очень сложный. Он больше обижается. А Хастах наоборот. Он мягкий, добрый, дружелюбный. Вот Хангор вредный. Если как они идут, Хангор намного быстрее, чем Хастах. Хастах такой вялый, еле ходит и пугается от всего. То есть от целлофана, от всяких вещей таких пугается, а Хангор не пугается, нормальный. Более То спокойный. Есть, да, он привык, тоже сперва пугался, а привык, а Хастах все эти год и 4 месяца он не привык к этому. До сих пор пугается. А по возрасту они разные? Год разница. Год разница. То есть примерно одинаковые? Да, примерно одинаковые. То есть Хастах 10 лет, Хангору 11. Какую-то часть же приходилось по трассе идти? Большую часть, наверное. Так, с Улан-Удэ мы вышли уже по федеральной трассе и ехали по федералке. Так,
до Новосибирска, наверное. Ага, до Новосибирска. А как водители реагировали, проезжающие? По-разному, все по-разному. Кто-то сигналил, кто-то вообще не обращал внимания. Кто-то останавливался, интересовался. Ну, все по-разному принимали. А был случай, когда вас чуть не зацепила машина, да? Да, это было после Иркутска. После Иркутска где-то в Красноярской области, в Красноярском крае. Вы еще вчетвером были тогда? Да, мы вчетвером были, я ехал впереди, и КамАЗ чуть не сбила меня. Прям так. И в кювет ушла. Вот там был гололед, а впереди, которая ехала машина маленькая, она чуть притормозила, чтобы помахать нам рукой. Вот этот КамАЗ не тормозил, и там на гололете, короче, его снесло. И вот чуть нас не сбил, зацепил Хастаха этим, хвост чуть-чуть и улетел в кювет перед нами прямо так. Получается, сколько километров вы прошли на 4 лошадях? На 4 лошадях мы прошли где-то около 7000 километров. Около 7000 и год. Ну, почти год, ага. А чуть больше года. А потом, когда погибла лошадь, вы решили продолжать путь на 3 лошадях? На 3 лошадях. Потом, к сожалению, тут вторая лошадь мечила, глаз повредил. И у него не осталось лошадей. А вот с Унтара мы отправили обратно в Якутию, Мичел с ним приехал. Потом я с Новосибирска уже начал один. И получается, из Новосибирска ты прошел один, сколько тысяч? По километражу даже не скажу, около 4000. Потом в Казани присоединился сын Тархан, и с ним уже стало намного веселее, намного интереснее. И мы с ним прошли 700 километров за 2 недели. Вот расскажи для несведущих людей, почему нельзя было продолжить путь вдвоем на 2 лошадях? Потому что одна лошадь должна отдыхать, да? Да, а вторая лошадь – это у нас запасная лошадь. То есть один день на одном, второй день на втором. То есть периодически мы их так меняли, поэтому не останавливались. И, то есть лошадь так, как сказать, не устает сильно. Если один день с всадником, второй день без. Да. А с сыном, получается, поскольку ему 9 лет, он не весит как всадник взрослый. Он маленький. Он на запасной лошади, Он получается. на запасной лошади ехал. Ну, так, с Казани мы лошадей вообще не меняли. То есть я чисто на Хаморе ехал, а он на Хастахе. Там 700 километров, осталось чуть-чуть. Финишная прямая. Лошади были в очень хорошем физической форме? Да, форме, и поэтому мы не меняли. То есть Хамор, он такой вредный, и я боялся посадить его. Сына на него боялся сына, посадить? Да, посадить. То есть мы шли тоже по трассе, там неизвестно, как будет себя Хамор вести, и поэтому лучше спокойнее Хастаха. И сидел на Хастахе. Все вообще отлично прошло, все очень хорошо. То есть для сына, для Дархана это очень хороший опыт и хорошие воспоминания. Вот. А он со скольки лет в седле у тебя вообще? С 5. Первая практика у него была в 5 лет. Мы с ним ходили на сенокос и на охоту. Он сидел, ездил со мной тоже верхом на лошади. А ты сам со скольки лет в седле? Я как себя помню, то есть с рождения, можно сказать. У меня был поход, я сам не помню, то есть у меня отец и мама рассказывали, то, что когда у меня 9 месяцев было, они меня взяли в поездку где-то около 500 километров. Мы пошли в Хабаровский край, то есть на границе Хабаровского края. У меня мама родом, она сама из Хабаровска, с Охотска. Вот, и мы поехали туда, когда мне 9 лет было. Не лет, месяцев. Месяцев. Ага. Потом второй раз, когда мне было 3 года. Я вот эту поездку помню, так, местами. Я потерял там ботинок. Братья говорят, мой ботинок висит до сих пор там на дереве.
скакал, в скачках участвовал в Улусе я с 4 класса. Вот. И побеждал, занимал призовые места. Вот в 30 лет я поехал такой дальний путь. Смотри, ты говорил, что вообще изначально ты мечтал о кругосветке. Да, изначально мечтали о кругосветке. Но вот теперь ты считаешь, что вот уже все, миссия выполнена или кругосветка будет? Нет, первый этап миссии выполнена полностью. А кругосветка, я думаю, в будущем будет все равно. Но по другому маршруту. Ну, там надо подумать маршрут, как можно поехать. А вот смотри, ты сказал, что Никита тебя год уговаривал почти, Да, а потом ты, получается, не смог его ждать, потому вот что произошло? Ты уже как-то внутреннюю готовность почувствовал? Или просто ты уже как бы пообещал себе и людям? Или, ну, слишком много наговорил, то есть слов слишком много было сказано. Просто сидеть и бездействовать, это уже не по-мужски получается. То есть сказал, надо делать. Поэтому я сказал и поехал. но тебе пришлось продать машины для этого. У меня были машины, я продал машины и полностью вложился в это дело. Ну, не жалеешь? Нет, ни капельки вообще. Вообще, а поездки, даже во время поездок я вообще ни о чем не жалел. А не было таких моментов, когда хотелось вот все плюнуть, вернуться назад, все бросить? Нет, ни разу. Ни разу такого не было. Ну, трудные моменты были, но такие мысли нет. Я всегда смотрел на цель и шел к нему потихоньку. То есть я не смотрел, то есть до Москвы осталось там 7000 километров. Это далеко, даже говорить далеко. Говоришь 7000 километров. Я просто завтра пройду 50 километров, приближусь еще на 50 километров. Я вот так потихоньку. Маленькими шажками. Маленькими шажками, да? да. Большой цели. Вот, и так достигли до цели. Ну, по завершении проекта, похода я такой, уже закончилось. Все, что ли, дальше что делать? Ну, сейчас есть некоторые планы, будем реализовать. Походы тоже будут, очень много идей. Надеюсь, все получится. А как вообще, ну, понятно, что отец поддержал сразу тебя, да, а жена, например, как она с детьми осталась на... Понятно же было, что это долгое путешествие. Сразу Да. отпустила ты? Не сразу. Но мы сидели, разговаривали, все обсудили. Я их просто так не бросил. У них есть бабушки, дедушки, все помогали, мы все сообща. Ну, семья – это один организм, то есть все сообща работают. И поняли меня и отпустили. Вот. Но самая большая поддержка – это поддержка семьи. То есть жены, отца, матери, тещи, детей, братьев, сестер. Вот. Я всегда чувствовал их поддержку во время похода. Вот. Ну и в целом вообще я чувствовал поддержку республики, то есть всего народа Саха. Я всегда чувствовал поддержку. То есть мне всегда звонили, писали, очень много поддерживали. И я шел и шел. А сколько денег в пути понадобилось? Ну, если не хочешь, не отвечай. Много. Но вообще вот насколько затратное мероприятие? Да, очень затратное. То есть, ну, слава богу, это всей республикой, всей Россией мы справились с этим. Ну, в одному это, наверное, тяжко было бы. А так приходилось ночевать в палатках, да? В основном, да. Ну, как где-то приютили, где-то в гостиницах, где-то в палатках, где-то в избушках и в машине. Какой участок пути был самый сложный? Вся республика. То есть по физическому, наверное, республика. То есть с Оймекона выходили, там холодно, горы, лес. А когда выходили с Якутии, там, с южной стороны, там тоже лес, гора, сосновый бор.
нету травы для лошадей. Вот, вся Якутия, потом север Иркутска и север Бурятии. Потом уже после Улан-Удэ уже намного легче стало. Ну, потому что там вышли уже в федеральной трассе, и населенных пунктов было очень много. То есть каждый, там, не знаю, по 20-15 километров уже населенный пункт. В каждом городе, в больших городах мы проводили конференции, рассказывали о культуре, народе Саха, о лошади нашей породы. Это устраивало нам русское географическое общество. Собирали аудитории, студентам читали лекции. Тоже интересно было им послушать о Якутии. Вот. Ты чувствовал какую-то миссию особую свою? Месть, да. Я хотел показать всему миру выносливость якутской породы лошади. И вообще, чтобы знали, то, что у народа Саха есть своя порода лошади. Многие не знают о нашей породе. Все думают, что это монгольские породы. Это совсем не так. Я всем рассказываю, объясняю, как, почему, когда, откуда. Вот. Они очень удивляются. А как это путешествие тебя изменило? Ну, знаешь, вот есть такой писатель Макс Фрай, да, он говорит, что мы никогда не возвращаемся из путешествия, потому что уезжает один человек, а возвращается уже другой. Вот ты, который 1,5 года назад уехал, и ты сейчас, который здесь сидишь, Я отличаются? сейчас, наверное, да. То есть мировоззрение, наверное, расширилось и более масштабно такой. Взгляд масштабный стал, наверное. А в то время, когда я выходил, я только с республики никуда не выходил, просто бегал. Да, изменило, наверное. То есть в этом плане. То есть то, что стал видеть мир уже другими глазами. То есть стал сравнивать что-то с чем-то, как, ну, вот это все. И вот это меня, наверное, изменило. И вот что ты будешь делать дальше? То есть, конечно, это безусловно круто, что в 30 лет ты вот уже сделал такой большой проект, получил такие вот награды, да, это здорово. Но теперь же надо дальше что-то делать? Или уже все, типа, mission completed, и можно успокоиться? И... Нет, я уже не успокоюсь, наверное, до самого старости. То есть все равно будут походы, у нас проектов очень много сейчас, будем реализовать, писать проекты. Вообще хочу сделать музей для лошади, именно вот лошадь, для ездовой лошади. Вот, было бы отлично. Будут походы еще, подвиги якутской лошади еще не раз услышат. А что бы ты посоветовал, пожелал путешественникам или вот людям, которые задумали что-то такое необычное? Не жалеть ни о чем. Вот когда тронулись, сделали вот это все, начали, не жалейте ни о чем. Жалеть — это вообще пустая трата времени, это мне так кажется. Потому что этим жалением ты ничего не вернешь. Надо только просто идти дальше, а в следующий раз ты уже будешь понимать, не надо так сделать, ты уже будешь думать об этом хорошо. Вот, и хочу сказать, идти к своей цели, несмотря ни на что, мечтать и исполнять свои мечты. То есть не надо бояться ничего, там не получается. У меня нету этого, у меня нету того. Просто возьми и сделай, просто начни, а там уже по факту будет решаться все само. То есть будешь там находить связи какие-то, находить выходы, входы. Вот это уже только в процессе можешь узнать. А вот так сидя, дайте мне то, дайте мне это, я сделаю то. Нет, надо просто делать. Ты чувствовал, что тебе, ну, не знаю, высшие силы или духи как-то помогают? Я всегда, я верю в это, да, то есть Урюнгар Тойон, вот это все.
Я верю в это, вот. Был случай в походе, когда я один ехал, меня убежали лошади. То есть я на такой поле остановился, привязал лошадей на колышке, поставил и лег спать. И под утро в 5 часов утра я проснулся, чай поставил. И сижу, чай пью. И возле палатки пришла косуля и крикнула. То есть мои лошади никогда не видели косуль. И тем более не слышали, как они кричат. И они очень странно кричат. Вот. Я сразу подумал, что лошади сразу сейчас испугаются и убегут. Вышел, смотрю, Хангор у меня уже убегает. А нет, Хангор уже убежал, а Хастах только убегает. У него 20 метров веревки было, и он вырвал колочку и убежал в лес. То есть я вот стою, они зашли в лес. Ты в чистом поле? Я в чистом поле один с палаткой остался, я кроссовки еле одел и побежал за ними. А там лес у них очень густой. Это в Бурятии было? Это было сейчас в Тюмени. В Тюмени. Тюменская область. Тюменской области. Ага. Вот, я побежал за ними, а там снега не было, ничего. Вот такая поля. Следов не видно. Я просто в направлении побежал, куда они побежали. Пересек один лес, и там поле огромное. Лошадей не видно. Отец меня учил всегда, когда то ли будто это лошадь, то ли дичь, да, то есть лось, олень, там, не знаю, неважно кто, зверь. Они никогда не выбегают в чистое поле, они вдоль леса бегут, постоянно вдоль леса. И я подумал об этом, то есть если они вышли сюда, в это поле, они побежали вот так, вдоль леса. Ну, бежал, наверное, где-то около 3 часов. 3 часа бежал. Наткнулся на следы. И когда бежал, я просил, я всегда повторял некоторые слова. Үддүк вайдар, үбүгелерим, бар булахытна карак пара рекордерин. Көрдүм даганы хүтербеппин. Тутатты басты карак пара рекордерин дидибин хүреретим. Бежал. Потом выбежал в поле, смотрю, они вон бегают. Я крикнул, они остановились. Я подбегаю к ним, они обратно убежали. То есть я тоже опять напрямик. Хомор прям перед носом пробежал, а Хастах за ним, у него 20 метров веревки, я за веревку схватился, и некоторые, там, метров 5, наверное. Как в ковбойском фильме, вот так вот, да, за веревку? Волочился за ним. Еле остановил, а если одна лошадь остановилась, вторая уже не уйдет. Поймал, потом мне надо было найти палатку. А ты 3 часа куда-то убежал от нее? Я искал, у меня GPS был, вышел на трассу. Такой иду по трассе и думаю, так, я вчера здесь проезжал или не проезжал. Смотрю местность, вроде проезжал, иду. Смотрю, я здесь проезжал, вроде не проезжал, обратно, и так целый час. Ну, еле нашел, оседлал лошадей и дальше пошел. И как после этого не сказать то, что высшие силы не существует. Они есть, они всегда следят за нами. Они всегда смотрят за нами. Вот, направляют всех к правильному пути. Ты можешь сказать, что ты счастливый человек? Да. В свои 31 год я счастливый человек. То, что у меня есть семья, у меня есть дети, понимающая жена, хорошая, добрая, дети, родители. Я думаю, для счастья большего и не надо. Семья – это счастье, а все остальное, там, материальное, там, это все не важно, когда у тебя есть семья. Хорошая, понимающая семья – это самое главное. Ты прошел кучу километров, кучу регионов страны, да, разных совершенно, посмотрел, как изнутри, как живут люди. Вот что ты из этого ты понял, увидел? Понял то, что мы все едины, то есть
Куда бы я ни пошел, куда бы я ни пришел, меня всегда встречали добрые люди. То есть добрые, хорошие, отзывчивые, гостеприимные люди. То есть добро всегда победит зло. Вот. Сравнить то или иное регион России это невозможно, мне кажется, потому что там и там есть и хорошие, и плохие стороны, есть бедные, есть богатые, везде так. Где я проходил, везде так. Есть деревни, которые вообще разрушенные, есть деревни, которые как в сказке. Это в каждом регионе России есть такое. Вот. Надо любить свою природу, свою родину. Можно сказать, что ты можешь назвать себя патриотом, да? Да, я патриот, можно сказать, истинный. То есть я очень люблю свою республику родную, я очень люблю своих лошадей, свою породу лошади, я чту свои традиции. И самое главное, я говорю на своем языке. Это сейчас проблема нынешней молодежи, то, что они не говорят на своем языке. Если язык пропадет, как народ перестанем существовать. Вот. Поэтому нельзя забыть свой язык. И хотел бы сказать молодежи, молодым семьям, то есть своим ровесникам, да, учите своих детей говорить по-якутски, пожалуйста. Это очень важно. Я встречал очень много людей, и, наверное, главное вот это. Тот народ, который говорит в своем языке, это народ, а тот народ, который нет языка, это не народ. Ну, спасибо тебе большое. Пожалуйста, спасибо за вам. интервью. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале Якутия 24 по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.